значит, оценивается не как все это отразилось на качестве жизни, на привлекательности этой территории, а оценивается финансовыми параметрами. Сейчас их 300, хотя сначала было почти 200 тысяч. Речь о финалистах конкурса «Лидеры России». Сегодня оказаться за одним столом, да еще и обсудить интересующие вопросы с президентом Татарстана могут лучшие управленцы страны. На общение с наставником всего час от нашей республики в Сочи отправились 4 финалиста. Прошел первый этап. Вот это несколько командных игр, были кейсы от наставников. Это и из числа губернаторов, и представителей бизнеса, и министров. Вот, то есть каждый пришел с задачей, которая у них была, с их повесткой. И кейсы были совершенно разные, на разные отрасли, экономики, социальной сферы, бизнеса. Суть заданий и содержание вопросов нам не рассказывают, запрещено условиями конкурса. Известно только, что там социальные проекты, которые нужно развить и довести до ума. Как раз в этом им помогают опытные наставники. Это надо заранее закладывать. Значит, люди пришли, значит, обязательно где-то туалет должен быть, обязательно где-то перекусить, там, воды попить, значит, может быть, прокат какой-то должен быть. Конкурс должен работать как социальный лифт, говорят организаторы. Победители войдут в программу кадрового резерва страны. Очень интересно общаться, обсуждать, делиться опытом, придумывать идеи по совместной реализации. Уже прошел ряд мастер-классов от Германа Оскаровича, от Сергея Владиленовича. Прошли встречи с наставниками. Наставники показывают высокую заинтересованность в участниках, предлагают совместные пути по дальнейшему взаимодействию. Имена победителей конкурса «Лидер России» мы узнаем уже через 2 дня. Он завершится 17 марта. Ленар Гинатуллин, Сергей Хайдаров, ТНВ, Сочи.